Падчас першай прэзідэнцкай кампаніі я быў даверанай асобай Александра Лукашэнкі і працаваў на Віцебшчыне. Дзесяткі сустрэчаў, сотні тысячы людзей, спадзяванні, чаканні, пазітыўны погляд у будучыню. І раптам адсюль з Віцебшчыны прылятае маланка навіна, замах на жыццё Александра Лукашэнкі. І тады моя першая рэфлексія, на што здатныя камуністы, проста гады мерзотнікі. Падчас той выбарчай кампаніі было шмат яскравых падзеяў, але замах на кандыдата ў прэзідэнты для нашай ціхай спакойнай Беларусі гэта быў такі сапраўды выбух. Праўда, потым следства прыйшло да высновы, што гэта была ўсё ж такі інсцэніроўка. Гэта ж пазней. Пазней мы зразумелі, што Лукашенко не грэбуе ніякімі сродкамі. Яго стратэгія гэта напралом. Пачатак 1990-х гадоў паваротны ў гісторыі Беларусі час, насычаны падзеямі ды надзеямі. Шматтысячныя страйкі супраць камуністычнай наменклатуры. Першыя свабодныя выбары дэпутатаў Вярхоўнага Савету. Распад Савецкага Саюзу задакументаваны на тэрыторыі менавіта нашай краіны. Натхняльнае абвяшчэнне незалежнасці і вяртанне нацыянальнай сімволікі. З другога боку, складаныя эканамічныя рэформы, талоны на ежу і мізерныя заробкі. Гэта ўзмацняла прасавецкую настальгію і рэванш. У такіх умовах Беларусь рыхтавалася абраць першага прэзідэнта. Люди были очень недовольны сложившейся ситуацией, потому что мало того, что деньги надо было заработать, еще надо было найти какие-то купоны, чеки, чтобы получить какие-то товары. Даже спиртное по купонам распределялось. Поэтому в обществе было какое-то ожидание чего-то, что что-то должно произойти. До 1994 года Беларусь заставалася адзінай з былых савецкіх рэспублікаў, дзе не было пасады прэзідэнта. Паўсюль яны ўводзіліся пад былых камуністычных босаў. У Беларусі прэзідэнцкае крэсла таксама было задумана пад Вячеслава Кебіча, прэм'ер-міністра спачатку савецкай БССР, а потым і незалежнай Беларусі. Апазіцыя БНФ, дарэчы, выступала супраць увядзення прэзідэнцкай пасады і засцерагала ад усталявання дыктатуры, хаця ў Канстытуцыі 1994 года было ясна пазначана, адна і тая ж асоба можа быць прэзідэнтам не больш 2 тэрмінаў. Не Александр Лукашенко ў 1994 годзе быў праблемай Беларусі, тромбам развіцця. Гэта быў Кебіч. Вячеслав Кебіч, у руках якога была сканцэнтравана асноўная ўлада, і які быў прадстаўніком старой постсавецкай наменклатуры. І для мяне, як палітыка, дэпутата парламента, галоўная задача было не дапусціць Кебіча, старую партыйную наменклатуры, да прэзідэнцтва, каб ён был первым президентом Беларуси. Конституция, как известно, была принята 15 марта 1994 года. 266 человек поддержало институт президентства. То есть фактически это означало даже само принятие Конституции. Нужно было какая-то централизованная, жесткая власть, чтобы принять непопулярные, прежде всего, решения, меры для того, чтобы улучшать ситуацию в области экономики. Поэтому я считаю, что институт президентства нужен был на том этапе. Депутаты приняли закон о выборах президента Республики Беларусь. Таким образом, Беларусь погрузилась в вот эту президентскую гонку. Пресса писала: сярод прэтэндэнтаў няма ідэальнага. Каго не пытаўся, якім павінен быць першы беларускі прэзідэнт, усе аднагалосна сцвярджалі прыгожы. Яны адчувалі неабходнасць беларускай дзяржавы, але яны хацелі, каб гэтай дзяржавай камандавала не Москва, не нехта з інтэлігенцікаў ці партыйных кіраўнікоў, а такі чалавек, як яны. Альбо чалавек з вёскі, альбо чалавек, які недавно приехал з вёскі. Самым естественным было поддержать самого молодого кандидата. А самым молодым кандидатом казался тогда Дмитрий Петрович Булахов. И я пошел к Булахову. И он начал говорить, что вот мы тут договорились с Гончаром, что вместо нас мы не идем, а вместо нас вот пойдет Саша Лукашенко. Он будет самым молодым кандидатом.
Кандыдатамі на першых выбарах прэзідэнта Беларусі сталі 6 палітыкаў. Фаварытамі з прыкладна роўнымі шансамі лічыліся прэм'ер-міністр Вячаслаў Кебіч ад партыі ўлады, змагар з карупцыяй Александр Лукашенка, лідар Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк і былы старшыня парламенту Станіслаў Шушкевіч. Дэмакратычны электарат, які гатовы быў галасаваць за перамены, то ён быў прыкладна там 30-35%. І калі заявілі пра свае прэзідэнцкія амбіцыі Пазняк, Шушкевіч, Карпенка, то гэта магло азначаць, што вот гэтыя 30-35 трэба дзяліць на 3. Не складваць, а дзяліць. І мне таксама хапала мазгоў і досведу, каб гэта разумець, што з такім дзяленнем выйграць у Кебіча немагчыма. Праз недакладнасці ў дакументах Лукашенко мог не стаць кандыдатам на прэзідэнта, але Цэнтр выбаркам заплюшчыў вочы нават на адсутнасць у яго пры сабе пашпарту. У якасці кандыдата Лукашенко паехаў па падтрымку ў Маскву, дзе выступіў у Дзяржаўнай думе і заклікаў аб'яднаць у адну дзяржаву Расію, Беларусь і Украіну. Уже когда он принял решение баллотироваться и принимал участие, ну, надо сказать, что он работал день и ночь, если, как говорят, по-простонародному. Хотел, стремился, мечтал. У некім сэнсе грамадства ў 94 годзе гэта было такой калектыўны Лукашенко. Грамадства, якое, так скажем, разгубленае, якое чакае рэванша, невядома з кім і невядома за што. І калі з'яўляецца чалавек, які на гэту хвалю садзіцца і кажа на іхнай мове, і вот это слияние двух лун. Я працаваў па Віцебскай вобласці, ну, просто ездзіў, агітаваў, там, размаўляў з людзьмі, гаварыў пра праграму, там, пра барацьбу з карупцыяй. Людзі нейкія прывітанні перадавалі таму ж Лукашенка, так, там, прыносілі нават нейкія там памідоры, і это, говорили, вот, перадайце там Александру, ну, хто там як, хто просто Сашай называў, хто Александр Григорьевич. Как с землей. Все засеяли. Здоровья и вам тоже. Как растет. Буду Богу молиться. Я увидел, как он выступает перед большой аудиторией. Вот это был настоящий шок. Когда он подошел и сел к столу, он снял пиджак, и я увидел мокрую спину. Он отпахал эту встречу так, что можно было его выжимать. Люди вдруг начинают стекать вниз. Такое ощущение, что они не по проходам шли, а просто переступали через стулья и шли к нему для того, чтобы протянуть руку, коснуться его, для того, чтобы взять автограф. Они протягивали, кто-то протягивал блокнот, кто-то совершенно постороннюю книгу, а кто-то протянул 100-долларовую купюру. Это вообще зарплата была $30, да? Он протягивает 3-месячную зарплату для того, чтобы... Кто-то паспорт протянул для того, чтобы он расписался. Пресса писала. На словы господин Лукашенко отказал. Никогда им не был. Я нищий. Если сегодня послушать, поднять его выступления, речи, предложения, то они сегодня легли бы хорошо, приятно для населения. Он говорит, почему мы все работаем активно, бедно живем? Потому что там воруют. Дождь, люди стоять, хто подпарасонаны, хто не там. І Лукашенко нясе, прабачце, ну, нейкую такую ахінею. Вот я сам ужимаю плечы, думаю, што ён нясе. Гляджу побач на людзей, стаяць жанчыны, і яны як бялугі плачуць. Вот это нейкі магнетызм быў, это вот нейкая вот ні з чым не параўнаеш атмасфера. І як гэта зразумець? І зараз ефірний час належить претенденту на посаду першого президента нашей республики Зянону Станіславічу Пазняку. Пазняк успрымаўся народам як нейкі міф, нават як нейкая страшная пачвара. Эта камуністычная прапаганда ўвесь час яго так падавала. Вы, відаць, пад уздзеяннем прапаганды, і таму вам здаецца, што гэта вінаваты народны фронт, які якраз хоча зрабіць вас свабоднымі. Ён сам на пачатку не стараўся развеяць вось гэтае ўражанне. Так, ён гаварыў, я буду караць, буду здымаць камуністаў, пенсіянеры і рускі не мой электарат. Замест таго, каб прыцягваць на свой бок,
вот по одному человеку. И он не боялся отштурховывать вот целые социальные группы. Маладая каманда Лукашэнкі асноўную стаўку рабіла на паліттэхналогіі. Імідж барацьбіта з карупцыяй вырашылі ўзмацніць іміджам палітыка-адзіночкі, які змагаецца з элітамі. Не з правымі, не з левымі, а з народам. Такім быў слоган кампаніі. Больш за ўсё людзям падабалася, што кандыдат у прэзідэнты паабяцаў падняць эканоміку і запусціць заводы. Вчера, в четверг вечером, после выступления Лукашенко в Лёзно, исследование машины из Лёзно-Витебска, вот на этом шоссе при обгоне была обстреляна машина, в которой ехал Лукашенко. Следователи установили, эксперты, что расположение следов пуль было такое, что оно могло быть открыто только по стоящей машине. То есть, скорее всего, машину просто поставили, всадили там пару пуль и так далее. Но это дело потом было спущено на тормоза. На то время это был такой удачный, достаточно политтехнический ход. А выстрелы прогучалі пад Лёзна, але яны былі пачуты літаральна ў кожнай хаце, у кожнай кватэры. І калі я паехаў на наступныя сустрэчы, то я там пра праграму, пра будучыню, а народ мне, а што з нашым Александром? Як ён зараз? Гэта глядзіце, якія там каты, што яны робяць. Яны хацелі забраць у нас нашу мару. Гэта азначае, што людзі ўспрынялі гэта не толькі як стрэл у Лукашенка, а стрэл у іх мару, у іх будучыню, у іх саміх. І таму яны ўспрымалі гэта вельмі эмацыйна і балюча. І што б там не гаварыла ўлада пасля гэтага, якія б аргументы там балісты следчыя не прыводзілі, людзі не рэагавалі вачыма і вушамі. Яны рэагавалі толькі сваім сэрцам. Шклоў. Сюды прыехаў на галасаванне кандыдат у прэзідэнты Александр Лукашенко. За кого вы будете голосовать? Вы так далеко приехали к нам Да, сюда? да. Я за кого буду голосовать? Я уже, по-моему, давно сказал. За себя? Как это вы только не знаете? Только за себя. Здравствуйте. Здравствуйте. Умница наша, умница, умница наша. Ну что вы так расстроены? Здравствуйте. Все нормально, что вы плачете? Все нормально. Нормально все. Не плачьте, все нормально. Тогда вот именно выборы имели свой сакральный смысл. Тогда не было известно, кто победит. Или хотя бы выйдет во второй тур. Ну, честно признаться, я проголосовал за Шушкевича. Это образованный, подготовленный человек. Правда, у него нет такой жилки, как у Александра Егоровича. Умение, стремление, чуткости, значит, ну и поэтому он как бы проиграл. Каков минимальный объем суверенитета? Отвечу так, что суверенитет должен быть сохранен. Так, Александр Григорьевич. Я суверенитет объемом не измеряю. Спасибо, 10 секунд. Первый тур состоялся 23 июня 1994 года. Лукашенко победил с большим отрывом 44. Практически 44%. Кебич набрал 17%. Он знал, что если он победит Кебича, то остальные ему не страшны. А Кебич совершил ошибку. Он сражался с Шушкевичем и Поздняком. Они казались ему главными врагами. Когда в Минске, где треть населения в этот момент уже не доедала, современная молодежь этого не понимает, как это может быть. Может быть. Значит, люди просто не доедали. Я был свидетелем нескольких голодных обмороков у себя на юго-западе в Универсаме. И ты входишь в продовольственный магазин кооперации и видишь предвыборный портрет Кебича, увешанный копчеными колбасами и сосисками, у тебя просто шок. Ты не понимаешь, что это. Это против него? Да, это против него. Но официально-то это за. Так что бороться против Кебича можно было не бороться. Ну как же жить? Я голосую и говорю, я голосую за советскую родину. И вот вы только что опустили бюллетень. За кого? За Лукашенко. Почему? Потому что, во-первых, он наш, мы его больше знаем. Во-вторых, программа мне его нравится, я его слушала, вот эти дискуссии все. И мне показалось, что что-то и можно иметь надежду. Хто змог лепш себе показати народу, той і перемагав. Лепш за все у той момент
Показав себе Лукашенка, який говорив на той мові, яка подобалася людям. Каковы будут ваши первые шаги? Я уже сказал. Президентом. Будем Ну, вот в этот разбираться момент. с жуликами сначала в правительстве, а потом со всеми остальными. Може, ви ведаєте, може, де бачили? Что? Вчера выступал такой по телевизору. Да? А у 94-м году пам'ятаєте? Ну, голосовали ж, видать. Ну, соответственно. Да? Ну, а как же? А на що сподівалися, на що була надія тоді у 94-му році? А мы-то не думали ни о чем. Ну, думали, что будет лучше, правильно? Ну, Выборы состоялись, в них приняло участие 69,9% избирателей от внесенных в списки избирателей. А можно сказать по результатам выборов, что Лукашенко был избран действительно демократическим путем. У другім туры пераканаўчую перамогу атрымаў Александр Григорович Лукашенко. Он уехал голосовать в Шклов кандидатом в президенты. Он вернулся из Шклова президентом. Не Лукашенко герой, это вы. Вы, мои земляки, которые когда-то сделали меня народным депутатом, подняв меня на ноги, поставил. Это вы, при всем диком давлении и травле, не побоялись и поддержали меня в этой президентской гонке. Ну, конечно, у людей была эйфория. Люди думали, что вот зараз почнется нечто новое, приемное, позитивное, неверогодное. Конечно, хтось пил шампанское, кто чорнила, кто просто радовался. Даже он свою победу назвал электоральной революцией, заявил, что впервые обездоленный народ мог избрать своего законного президента. Мы были единственной и остаемся единственной командой, имевшей опыт реальной победы, и, к большому несчастью, мы победили. Александр Григорьевич опоздал на 6 часов из Шклова. Мы все это время ждали и уже даже собирались уходить. И в этот момент он приезжает и говорит: мы победили, приходите, просите у меня кто что хочет. У той час Лукашенко робив мне прапановы, каб застацца ў гэтым ці іншым дзяржаўным будынку, але не ведаю, як бы я сябе павёў. Але тады я быў дэпутатам, мне гэта падабалася, мяне выбралі выбаршчыкі, а ў мяне быў вось тут менавіта на гэтым рагу быў кабінет, прыёмная, сакратарка і нават Волга была, так што статус міністра. 20 ліпеня 1994 года Лукашенко прынёс прысягу як першы прэзідэнт незалежнай Беларусі. Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, уважаемые народные депутаты, заступаючи на посаду президента Республики Беларусь, урочисто клянуся служить народу Республики Беларусь, виконувати Конституцію і закони Республики Беларусь, добросумленно виконувати ускладені на мене високі обов'язки. Став президентом, Лукашенко, скажем, не стал приближать к себе жену, то есть, как это обычно делают, скажем так, первые лица страны. И ситуация сложилась действительно удивительная, когда глава государства живет в столице, его жена отдельно, поэтому у людей, конечно, появились вопросы, появились различного рода сплетни, слухи. Пресса писала: а если официальный прием и президенту потребуется ваше присутствие?
Соседи за хозяйством обещали присмотреть. Но мы ведь тоже понимаем, насколько Саше тяжело приходится сегодня. Понимаем, что ему нужна наша поддержка, взаимопонимание. Как говорят, будем ковать победу в тылу. Один единственный раз я разговаривал с ним об этом после выборов. Я ему сказал: Александр Григорьевич, президенты бывают холостые, женатые и вдовые. Когда мы будем убивать Галину Родионовну? Он посмотрел на меня, он понял вопрос, он улыбнулся и спросил: ты хочешь, чтобы мы врали? Я сказал: нет. Он сказал: тогда все останется так, как есть. Больше эту тему я не падымаў. У першы ўрад, прызначаны Лукашэнкам, увайшлі не толькі яго паплечнікі з перадвыбарчага штаба, але і чыноўнікі з каманды Кебіша. Найбольш вядомымі ў палітыцы сталі прэм'ер-міністр Михаил Чыгір, намеснікі прэм'ер-міністра Михаил Мясніковіч і Віктор Ганчар, міністр унутраных справаў Юрый Захаранка, міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў, міністр знешніх эканамічных сувязяў Михаил Марыніч, міністр замежных справаў Владимир Сянько. Поступил мне звонок, приглашает Александр Григорьевич. Я пришел. Он мне предложил работать премьер-министром. В конце концов я согласился, хотя я знал, что это будет сложно, что это будет трудно. Команда формировалась абсолютно спонтанно. То есть сам Лукашенко якобы говорил, что мы не должны не отказываться ни от кого. Даже если к нам придет сумасшедший, там, например, какой-то приложит свою идею. Конечно же, перед ним стояли трудные задачи. Он сам признал еще после первого тура, что не ожидал той тяжести проблем, которые стоят перед республикой. Очевидно, перед Лукашенко просто сыграл комплекс директора совхоза. Где он был царь-бог, воинский начальник и властитель рабочих мест. От него зависело, что будет. Он должен был принимать решение, он один. Вырабатывая здесь Конституцию, разрабатывая раздел президента, а потом избирая его и участвуя в президентских выборах, вы однозначно определились. Президент является гарантом соблюдения Конституции. Ну і чаканні людзей і іх рэфлексія там на Лукашенка от першых месяцаў, яна таксама была такая, ну, пазітыўная. Таму што ён дэклараваў многія рэчы, якія былі абсалютна правільнымі. І тое, што трэба пра чалавека думаць і з карупцыяй змагацца, гэта ўсё было як мінімум там на словах правільным. Я думаю, што многія дзеянні, якія рабіў урад Чыгіра, яны таксама былі прагматычныя, яны былі правільныя, яны былі ў бок не плановой экономики, а у бок рынковой. Подготовлен проект постановления Верховного Совета по реализации программы неотложных мер выхода экономики Республики Беларусь из кризиса. Я выполнял обязанности пресс-секретаря и одновременно главного спичрайтера президента. То есть речи писал и сводил воедино все тексты я. Я разумею, что перемога, якую завоевала моя команда ў цяжкай палітычнай барацьбе, дасталася цяперашняму кіраўніцтву Беларусі разам з той крызіснай сітуацыяй, якая склалася ў нашай рэспубліцы за апошнія гады. Але гэта не пужае ні мяне асабіста, ні маю маладую каманду. Мы поўны сіл і гатовы працаваць без разгойдванняў, не шкадуючы сіл для таго, каб нашаму народу стала жыць лягчэй, каб наша Беларусь стала квітнеючай дзяржавай. Я был за новые подходы, за инвестиции, за общение с Западом. Его почему-то в какой-то мере тянуло в наше советское прошлое. С этим дефицитом, с низкой заработной платой, с... не знаю, но вот это его как бы... И он почему-то воспринимал Запад как враждебную сторону для нас. Прошла встреча, значит, у Александра Григорьевича с потенциальными западными инвесторами. Ну давайте, он как бы тоже соглашался, давайте. А потом в конце вдруг говорит: у нас сильная армия, мы ваши инвестиции защитим. Мы вышли, они меня спрашивают: а к чему это заявление? Эйфарыя ад перамогі ў Лукашэнкі прайшла хутка, бо стан эканомікі шакаваў. Інфляцыя за 93 год склала 2000%. Замест рэформаў ён
абвясціў пабудову рынкавага сацыялізму. У восень 94-го году, калі Лукашэнкі не было ў краіне, урад павысіў кошты. Ён вярнуўся і загадаў цэны назад, перайшоўшы на ручны рэжым кіравання эканомікай. Калі казаць глобальна, эканамічна нічого не паляпшалось. У крамах было што набываць, але не было грошай. Сярэдні заробак быў там 20-30 доляраў. Пенсии были наогул, так скажем, с огня до полыми. Но сегодня вы наделили по Конституции президента всеми полномочиями, порой даже чрезвычайными полномочиями. И я во имя народа готов воспользоваться этими полномочиями. Літаральна на вачах было заўважна, як мяняецца Лукашенко і мае калегі. Калі на пачатку ўсе былі вольныя у тым, што сказаць, як сказаць, то было заўважна, што Лукашенко вельмі прыязна ставіўся да тых, хто говорыў: «О, Александр Григорьевич, якая разумная думка там». А тут ужо бачна, задаеш яму пытанне, ці на твары ўжо тень такая, ці ён крывіцца, яму гэта не падабаецца. І вот гэта пачала праяўляцца першыя сімптомы яго хваробы. Хвароба на ўладу. Жаданне бачыць вакол сябе людзей паслухмяных, людзей, якія не выглядаюць лепш, чым ён. Мы расходились, конечно, по многим позициям. Он был открыт тогда для дискуссии. Что-то не получалось. Тогда я приходил с вице-премьерами, обсуждали, собирались вместе, идти и шли, и вместе как бы добивались этого решения. Когда я один, а когда еще поддерживают там вице-премьеры. Вся та система, которую он считал системой Кибича, стала его системой управления. Осталось лишь кое-что исправить. Начиная с осени 1994 года постепенно ситуация в Республике Беларусь накаливается. Главным содержанием стало противостояние президента, политической оппозиции Верховного Совета, оппозиции БНФ, ну и даже Верховного Совета в целом, потому что Лукашенко просил Верховный Совет дать ему чрезвычайные полномочия для решения экономических вопросов, то есть принимать указы даже в обход Конституции. Однако парламент это отказался сделать. Верховный Совет не согласится. Самым главным – отдать власть президенту по Конституции. Но какое общество, какой народ будет ждать от президента всенародно избранного вот таких заявлений, будет ждать, пока я получу какие-то полномочия для принятия решений. Лукашенко и парламентарии стали складываться далеко не лучшим образом отношения. Власть, а тем более большая, как известно, портит человека. Поэтому нужен, на наш взгляд, механизм публичного разоблачения, не выдержав искуса высоких чинов. Большую лепту в противостояние президента и парламента внес так называемый антикоррупционный доклад уже нового борца с коррупцией Сергея Антончика. Только это колобка спекли, только бабуля выпустила на волю этого президента свеженько еще, якого все підтримують, якого все люблять. Ось. І в цей момент, так скажем, я вот такі шокові, я лічу, що це був шок для многих людей, тому що вот на мундире у этого нового президента ни одной, так скажем, сориночки, он вышел весь в белом. Извиняюсь, все в дерьме, а он в белом. Пусть выходит Антончик и докладывает, и создавайте излишний ажиотаж вокруг этого шоу. Антончик, як ён сцвярджаў, сабраў факты коррупции у близкім атачэнні Лукашэнкі. Это была такая, я бы сказал, палітычная перастрэлка. Антончик рабіў тое, што мусіць рабіць палітычная апозіцыя. Это ўсё нормально. Гэтым дакладам як бы звярнуўся да людзей, якія падтрымліваюць Лукашенко. Што нічого не змянілася, што Лукашенко той самы чалавек, які ўзяў на свой штандарт, падняў барацьбу з карупцыяй, але ён частка гэтай номенклатуры. І тыя выбаршчыкі, якія за яго галасавалі, яны памыліліся, што ён зусім іншы. Точно так же, ровно год назад, на эту трибуну шел народный депутат Лукашенко, и после этого доклада, как вы помните, он стал кандидатом, а потом президентом. Пресса писала:
Пасля дакладу дэпутата Сергея Антончыка Александр Лукашенко нечакана заплакаў. Усе прысутныя здзіўлены і са шкадаваннем назіралі, як прэзідэнт краіны публічна лье слёзы на паседжанні парламенту. Ён тут і як таленавіты артыст мог паступаць, але я думаю, што яму насамрэч было крыўдна. Вот у той ж час у Лукашенка была велічэзная папулярнасць. Это трэба прызнаць, што 90-е гэта быў пік папулярнасці Александра Лукашэнкі. І яго проста там унутры закіпала. Вот людзі ж яго любяць, так? Ён жа сапраўдны народны прэзідэнт. Вот ён прыязджае туды, і ўсе там пляскаюць, і это ўсё было шчыра. А тут знаходзяцца нейкія мярзотнікі, так, якія вось пальцам пачынаюць калупацца ў гэтым. И для его это было болюче. В Беларуси введена политическая цензура. Сегодня 3 ведущие газеты страны вышли с большими белыми пятнами на своих страницах. Александр Лукашенко забараніў друкаваць гэты антыкоррупцыйны даклад, і вядучыя газеты выйшлі з белымі плямамі. Вот я несу ответственность с 1994 года, с белых пятен. И больше я ответственность ни на кого не возлагаю. Это же был целый великий скандал, потому что люди пришли на улицу набывать газеты, там, разумеется, там белые плямы. Я попытался объяснить ему, почему нужно печатать и почему не опасно печатать. Он со мной не согласился. Он сказал, делай как знаешь, но это не должно быть напечатано. Все. У апошні момент, коли уже было у друку, потелефоновали, и они у самый апошні момент, коли уже не можно было, так сказать, заработать, они просто сняли вот эти матрицы. А эти макеты должны храниться в архиве Дома печати. Перечеркнут доклад Антончика, печатать без доклада, без текста. Я настоял на своей отставке, и Синицын ее подписал. Это было первое наступление нового президента на свободную независимую прессу. Но с этого времени новый президент молодой понял, что с независимой прессой он никогда дружить не будет. Вот они стали вечными врагами, фактически их пути разошлись навсегда. Я вам еще раз подчеркиваю, я не позволю, чтобы средства массовой информации дестабилизировали обстановку. Неўзабаве Александр Лукашенко стаў разыходзіцца з членамі сваёй каманды. Першым сышоў Віктор Ганчар, адзін з тых, хто зрабіў з Лукашэнкі прэзідэнта. Ён не адпрацаваў віцэ-прэм'ерам нават паўгода і сышоў у апазіцыю. Потым падаў у адстаўку міністр унутраных справаў Юрый Захаранка. Ён выкрываў карупцыю ў атачэнні Лукашэнкі, але галоўнае, адкрыта паведаміў, што як афіцэр ён не гатовы выканаць любы загад прэзідэнта. В моем архиве есть документ, написанный рукой Александра Лукашенки. И вы увидите себе ситуацию. Он зведал, что Ганчар сыходить, и что он робить. Восень, цемра, там, может, дождь плюхает за улицей. Александр Егорович садится, бере паперу, бере ручку и начинает писать. Писать сценар прессовой конференции, на якой треба размазать Віктора Ганчара, який он написал, ему нож у спину воткнул. Як у советские часы, заклеймить его позором. И это Александр Лукашенко, это первый президент Беларуси. Лукашенко был уверен в одном, что ни в коем случае нельзя отступать, не быть слабым, а всегда нужно идти до конца. Поліпшення одразу різкого не наступало, як обіцялося, і треба було знайти з одного боку винуватих, а з другого треба було ще раз отримати підтримку на любые діяння його як керівника держави. Для полной победы над политическими противниками нужно какое-то конкретное событие, какое-то конкретное решение, и выходом из ситуации оказался референдум. Итак, президент Республики Беларусь, пользуясь своим конституционным правом, внес на рассмотрение Верховного Совета предложение о проведении референдума по известным вам вопросам. Верховный Совет, в свою очередь, обязан назначить дату проведения республиканского референдума.
На рэферэндум былі вынесены 4 пытанні. Лукашенко прасіў народ прагаласаваць за наданне рускай мове аднолькавага статусу з беларускай, змену дзяржаўнага сцяга і герба, эканамічную інтэграцыю з Расіяй і за права прэзідэнта распускаць парламент. Я разумеў, што гэта не на мяне пасягаюць, не ў мяне нешта забіраюць, а ў краіны, таму што не будзе парламентарызму, ўсё. І я не адчуваў, што ёсць такая патрэба ў людзей. Вот, не было б патрэбы, каб вот, там сцяг памяняць. Людзі маглі гаварыць пра каўбасу, пра шкварку, пра што заўгодна. Але гэтай праблемы ў парадку дня шараговага выбаршчыка ў шмянах дакладна не было. Але яно было ў Лукашенка. Скажите, як вы относитесь до референдуму? Референдум, да. Я буду против Лукашенко голосовать. Вот, чтобы люди жили по-людски. Вот это самое головное. Коли президент прапанаваў правесці рэферэндум па гэтых пытаннях, і мы пачалі тлумачыць у Верховным Савеце, то депутаты прыслухоўваліся да нас. І было такое разуменне, што у такой форме, у такім выглядзе, як прапановаў прэзідэнт, пытанні на рэферэндум яны не пройдуць. І таму і сесія была перапыненая. Если парламент будет в нарушение Конституции, так сказать, меня там пинать ногами и одергивать, вы тоже мой характер знаете. Мы собраліся, што рабіць, но мы былі ў роспачы. Па праўдзе, сіла была ў руках прэзідэнта, а не нашай. Мы уже все вычерпали. Мы выступали, мы рассказывали, показывали. Большасць глядела, смеялась, и все часткі депутатов думали, як перабегчы до Лукашенко, каб не стратить свои посады. Я обещаю вам, что все люди, ни один депутат, который работал на постоянной основе, ни один, каких бы он политических убеждений не придерживался, не останется за бортом нашей жизни. Уначы до мяне на хату прыехаў Зенон Пазняк і Сергей Антончык. І вось мы доўга аналізавалі тыя прапановы, якія апазіцыя абмяркоўвала, но і нічога лепшага не прыдумалі, для таго, каб прыцягнуць большую увагу, аб'явіць такую палітычную галадоўку. Но самае цікавае, я потым убачыў, калі ўжо Пазняк з Антончыкам з'ехалі, з-пад акна майго таксама ад'ехала квадратная машына, такая будка. Я толькі потым да мяне дайшло, што все просто слухалася, што мы там гаварылі, таму што калі мы прыйшлі на раніцу, уже улада была готовая до того, что будзе, уже смеялись, сейчас будут объявлять голодовку и гэтак далей. Спочатку смешки такие, что о, сели тут, а что они сели? Валентин, штаны там замажешь, там, мы там ходили, ты там сядишь. А потом глядять. И Лукашенко приехал, стали голосовать, ни один пытание не унесли. Вот. Не унесли. Это для них был... Все, и он там давил на их, что мы все равно будем проводить референдум, вы обязаны по закону только затвердить, вы не повинны тут голосовать. Ноги выйдут от того, от главу государства, которого избрал народ. Разве вы Верховный Совет? Покуль мы там сидели, бачите, зноў жа еще целый день депутаты не пагадзіліся ні на увядзенне другой дзяржаўнай мовы, ні на змену сімволікі. Ни на якія пытанні, по сутасці, яны не пагадзіліся. Почему вы не хотите поддержать? Почему? Вы меня просто толкаете, но не вы. Вот они. Адчуванне такой нейкай трывогі было, але была і ўпэўненасць, што мы яшчэ дзень-два прабудзем у Верховным Савеце і што прыйдзе плошча. С депутатами. Скажите, где они? Они скажите, где депутаты? Живы и здоровы. Где депутаты? Скажите. Живы и здоровы. Будьте любезны, скажите, где депутаты? Мои сябры там сели, там кто каля трибуны, кто где, и практично все заснули. А я сидел и спал, ну не спалося мне. И вот приблизно година ночи, может полова другой, так. Вот я сижу и чую, что недзе поветра высхистаецца. І чую дзынь карабіна
автомата Калашникова Абдула. Это, дзынь это я ведаю и все. И я ничего не говорячи, поднимаюсь и подыхожу, там центральные двери, где в фойе. Я раскрываю эти двери. Фойе забитое массой людей, я нават усіх не убачу, я только убачу, что передние, які стояли, они были с противогазами такими великими и такие, как маски великие на твари со шлангами такими. И один человек, який стоял передо мной, он был не з автоматом, я ведаю докладно, он был с ручным кулеметом с таким здоровым, и мне в живот тыркнул, и я одразу крикнул: «Кулеметчики!». У один момент, після нейкага вокліча, раскрыліся усе двери у гэтым авальным зале, и першими выскочили люди в масках и черных кедах, черных трико, черных кашулях. Они бегли и кричали «Кия!», подпрыгивали у поветра, перекручивались у поветры. Это было нечакано, это было трошки страшно. А до меня, я опошний сидел, до меня одразу несколько человек туда подскочило. Там один взял за одну руку, другой за другую, третий скочил на голову, так что я головой ударился об подлогу. Вот тяжко уже мне говорить. И в этот момент дубиной по спине, и у меня отнялись ноги. И далее меня просто подтягнули на улицу. Вы же разумеете, что такое вести войски избить депутатов, но это чисто криминальщина. Без власти мы ничего не сделаем. Я понимаю, что не нравится жесткая власть. Думаете, мне вот выгодно, интересно проводить эти жесткие меры. Да упаси Господь, я не хотел бы еще одну такую нож пережить. Это все произошло, мне стало известно после этих событий, естественно. Занималась служба безопасности Лукашенко. Я узнал об этом все, мне сказал Синицыну, что это позор просто, и все. Что происходит? А большинство так обрадовалось этому избиению. Страх перед ними был больше, чем страх перед Лукашенко. Да, Лукашенко был проще и понятнее. Ночью нас сбили, выкинули, на другий день ухвалили проведение референдума. Першы ў гісторыі нашай краіны рэферэндум адбыўся 14 траўня 1995 года. На ім беларусы сказалі так на ўсе пытанні, як і прасіў Александр Лукашенко. Прэса пісала. Галіна Лукашенко прагаласавала за беларускую мову. Матчына мова будзе жыць заўсёды. Я ў гэта веру. Я помню, в одной из школ, кажется, 14-й, встала учительница и сказала: да за кого вы нас принимаете? За проституток? Мы же, говорит, только-только 3 года объясняем нашим ученикам про Грюнвальд, про погоню, про бело-красный-белый флаг. Что нам сейчас? Опять все назад поворачивать? Как снимаете дед? Каким чувством? Кто? Вы? Ну, как это? Сам не знаю. За это голосовали? Да, за Лукашенко. Зачем у тебя вопросы? Величезной колькости людей, там, хай это не большасць у Беларусі, але яны рэальна, гэта была такая рана, якая застаецца да сённяшняга дня. Калі я глядзеў тыя кадры, як здымалі і герб і пагоню, як рвалі сцяг на Карла Маркса Д-38, было такое адчуванне, што вот, калі б можна было дацягнуцца рукамі да гэтых людзей, то я за сябе асабіста не адказваў. Это вот был пачатак аўтарытарызма у палітыцы Беларусі. Улада вот на вачах бранзавела, і аўтарытарны стыль ён праяўляўся у многіх канкрэтных дзеяннях, заявах, і гэта было ўжо это было трывожна, рэальна. Я был против наращивания силового блока. Что это только расходы, больше ничего. Дошло как-то до того, что он численность милиции увеличил без моего ведома. Я очень возмутился, говорю: Александр Ильич, зачем? А кто сказал? Я говорю: Александр Ильич, я каждый день расходы бюджета смотрю по стране. Каждый день у меня есть доходы и расходы, где что происходит. Поэтому я вижу по бюджету. Была спроба зрабіць круглы стол. Галоўная ідэя, яна заключалася ў тым, што мы грамадзяне гэтай краіны, нам тут разам жыць, і давайте навучымся гэта рабіць разам супольна. І вот літаральна за некалькі дзён
Я пам'ятаю, як зараз, телефонний звонок, Посохов говорить: Анатолий, ничего не будет. Я як, что, чому? І для мяне до сённяшняга дня я не ведаю, што здарылася, чаму Лукашенко ў апошні момант, а гэта яго рашэнне, гэта яго асабістае рашэнне, чаму ён не пайшоў на гэта. Падтрымка ў той час у Александра Лукашэнкі ў грамадстве была вялікая, і яна не змяншалася. В обмен на социальное благо, в обмен на стабильность пожертвовали и национальными символами, и своими ограничениями прав и так далее. Ён мог рабіць з тым крэдытам даверу, які яго быў, шмат што. Ён мог бы, прабачце, карову Мілку ўзяць і зрабіць яе дэпутатам. Яго рэальна маглі падтрымаць большасць выбаршчыкаў дзе-небудзь у Штоўскім ці Краснопольскім раёне. Гэта праўда. А тогда же всем казалось, что вот это пришел человек на год, на два, а дальше мы его победим. Адначасова з рэферэндумам адбыліся новыя выбары ў Вярхоўны Савет. Па іх выніках парламент стаў шматпартыйным. На палітычным полі ў Вярхоўным Савеце 13-го склікання з аднаго боку была прэзідэнцкая фракцыя «Згода» на чале з Владзімірам Канаплёвым і прыхільныя да Лукашэнкі дэпутаты, напрыклад, Віктор Кучынскі, Анатоль Малафеев. Апазіцыю прэзідэнту склалі фракцыі «Грамадзянскае дзеянне», «Саюз працы», аграрыяў і нават камуністаў. Сярод вядомых дэпутатаў апазіцыянераў былі Віктор Ганчар, Станіслаў Богданкевіч, Геннадзь Карпенка, Станіслаў Шушкевіч, Сергей Калякін. Спікерам абралі Сямёна Шарэцкага з аграрнай партыі, хаця Лукашенко прапановваў былога прэм'ер-міністра Вячаслава Кебича. В апреле 1996 года было подписано соглашение об создании сообщества Беларуси и России. Да здравствует наше сообщество! Ура! За інтэграцыйнымі ініцыятывамі Александра Лукашэнкі многія беларусы пабачылі пагрозу незалежнасці і жаданне заняць у Крамлі месца Барыса Ельцына, які састарэў і страціў папулярнасць. Мінчукі сталі выходзіць на вуліцы з акцыямі пратэста, і гэтыя акцыі былі названыя «Гарачая вясна 96». Калі ў 91 годзе ў Мінску былі каўбасныя бунты, то праз 5 гадоў беларусы ўжо выходзілі на вуліцы бараніць незалежнасць. Весна 96-го года это было таким выпробованием для Александра Лукашенко. Выпробованием вуліцай. Тут былі тысячи людзей, якія ішлі там не па сходнікі, ішлі па цэнтральнаму, па праспекту, і якія выказвалі незгоду публічна з Лукашэнкам, якія неслі там абразлівыя для яго нейкія плакаты і гэтак далей. Таму для Лукашенка, як чалавека, які ўжо пачаў прывыкаць да гэтага трону, гэта, конечно, было некомфортно, не комильфо. Произошли серьезные столкновения с милицией и спецвойсками. Были перевернуты 3 милицейские автомашины. В результате столкновений с отрядами милиции десятки участников шествия получили ранения. Силы правопорядка применяли резиновые дубинки. Очищенню від духовного Чорнобиля, символом якого став Лукашенко. Треба донести правду для кожного громадянина Беларуси. Уличные акции «Минская весна», они, конечно, произвели неизгладимое впечатление на Лукашенко. В самом негативном варианте Лукашенко даже в пылу объявил о том, что в Генеральной прокуратуре, в милиции служат ставленники БНФ. И когда, если милиция и так дальше будет нести службу, то такие акции никогда не закончатся. Поэтому он понял, что единственный путь – это укрепление своей власти, наделение им самим таких полномочий, которые бы дали ему абсолютное преимущество над политическими противниками. Власть должна быть и в сильных руках для того, чтобы быть сильной. В дрожащих руках, не то от пьянки, не то от страха, как это у нас уже было, власть
быть не может. У него вновь родилась идея референдума, но уже с совершенно иными задачами. Но главным препятствием, конечно, был Верховный Совет, потому что в Верховном Совете 13-го созыва были люди, которые ни в коем случае не пошли бы с Лукашенко ни на какое примирение. Держава особливо уважлива повинна бути. Як жанчина, каб нейкий проходимец не зґвалтаваў яе. 2 года назад мы были неуважливы. Замест экономичных проблем, замест экономичных поглядов подкидывать народу раз за разом референдумы. У Александра Григорьевича перед глазами был Ельцин, его конфронтация с Верховным Советом Российской Федерации и обстрел Белого дома. Задача была, с одной стороны, не допустить силового разгона, а с другой стороны, распустить Верховный Совет, использовав это для модификации системы государственного управления в своих интересах. Александр Лукашенко прапанаваў на новы рэферэндум 4 пытанні. Перанесці дзень незалежнасці Беларусі з 27 ліпеня, калі была прынята дэкларацыя аб суверэнітэце, на 3 ліпеня, дзень вызвалення Мінска ад фашыстаў, забараніць вольную куплю-продаж сельскагаспадарчых земляў, пакінуць смяротнае пакаранне і прыняць такія змены ў Канстытуцыю, якія б значна пашырылі паўнамоцтвы прэзідэнта. 96 год, восень, гэта было рэальна двухуладдзе. Таму што з аднаго боку быў Верховны Савет, рэальны парламент з рэальнымі паўнамоцтвамі, Констытуцыйны суд на чале з Цехіняй і з другога боку Лукашенко. І Лукашенко прапаноўваў нелегітымныя дзеянні. Ён рабіў тое, што яму не дазваляла Конституцыя. Ён правёў антиконституційный референдум. Учитывая, что вы сказали, что народ всегда умнее нас, и президента, и парламента, я считаю, что логично в этом провести выборы и президента, и парламента. Анатолий Владимирович, ну, мы же с вами очень хорошо знаем друг друга и можем разговаривать на определенном языке. Это во-первых. Во-вторых, неужели вы меня хотите испугать выборами президента? В начале августа 1996 года был опубликован проект новой редакции Конституции, предложенной президентом. И действительно, он был довольно радикальным. То есть президент наделялся существенными полномочиями, в том числе и законодательными, а места Верховному Совету там уже не было. То есть вместо него было прописано национальное собрание двухпалатное в виде Палаты представителей и Совета Республики. Совет Республики должен стать таким вот защитой президента от возможных политических потрясений. Что он хочет получить из этого референдума от вас? Ну что он хочет? Чтобы у него трохи была власть. Да. И не подтыкаться этому Верховному Совету. Не идти на поводу его. Ему не дают свободы. Действия. И он хочет что-нибудь для народа сделать. А я ему тык. Все. Молчи, дядя. По референдуму я высказался против. Но я не видел необходимости. И его пытался убедить, что, Александр Ильич, не надо это делать. Нормально все. Потихоньку выкарабкиваемся. Можно что-то делать. Если что делать по-другому, будет еще лучше. Он говорит, я выиграю референдум. Я говорю, Александр Ильич, я не сомневаюсь, что вы выиграете референдум. Но пользы от этого референдума, я считаю, что не будет. И что сделал парламент? Он решил назначить Виктора Гончара председателем Центральной избирательной комиссии. То есть считали, что два таких противника никогда не найдут между собой общий язык, что Гончар никогда не уступит Лукашенко. Вот. Поэтому в начале сентября Гончар был избран председателем Центральной избирательной комиссии, вопреки желанию самого Лукашенко. Любое прямое или косвенное давление на Центральную избирательную комиссию преследуется по закону. И сегодня я был официально представлен в своей должности, и это позиция Центральной избирательной комиссии. Поступайте, как велит вам ваша совесть, как вы обещали народу. Я никогда не буду никого давить в этот кризисный момент. Никому не советую брать в руки лом и идти против какого-то лома. Не думать о том, что пострадают ваши дети и ваши внуки. Лукашенко
а як чалавек хворы на ўладу быў больш матываваны яе абараняць. Ён хутка рэагаваў на сітуацыю, а сітуацыя мянялася. У яго адна галава, адно рашэнне. І ўсе астатнія, ну, больш-менш, хто лепш, больш парка выконвае, хто больш павольна. А Верховны Совет, што такое Верховны Совет? Это фракцыі, у кожнага свае інтарэсы, кожны дэпутат, это яго свет. Яму падтрымаць, не падтрымаць. Вялікая колькасць дэпутатаў, якія былі на ўсякі выпадак там не за Лукашенка і не супраць. А раптам пераможа Лукашенко. И что робить? Назначили дату референдума на 24 ноября. Парламентарии считали, что вопросы, предложенные президентом, особенно по новой редакции Конституции, абсолютно неправомерны, абсолютно не нужны, что они начисто уничтожают идеи самого парламентаризма. Собравшиеся поддержали Верховный Совет Беларуси как гаранта законности и конституционности в стране. Организаторы акции призвали граждан прийти на референдум 24 ноября и проголосовать против президентского варианта Конституции. Лукашенко ішоў до конца. Ён сабраў першы усебеларускі сход, які прыняў рэзалюцыю аб поўнай падтрымцы ідэі рэферэндуму. Пока вы меня поддерживаете, я иду на пролом. Но если вы завтра от меня отвернетесь, где я окажусь? Где окажутся мои дети? Я же тоже человек. Так почему же вы упираетесь, не хотите дать мне эти полномочия? Я же потом отвечать буду перед вами за это. Но я же за 2 года показал уже, что не диктатор, не узурпатор. Где народ, там и я. Народ правильно говорит: задуши своего врага в объятиях. И мы будем их обнимать. Адметнасць Лукашенка як палітыка у тым, што ён хворы на ўладу, і ён хоча гэту ўладу цалкам, хоць на руінах, хоць на могілках. І вот, каб дасягнуць гэта, ён ідзе на ўсё, ён ідзе на пролом, ён ідзе па галавах. Виктор Гончар начал серию интервью, в том числе и московским средствам массовой информации. Он заявил, что не подпишет итоговое решение референдума, потому что подготовка к референдуму идет достаточно сложно, с нарушениями закона. И что тогда сделал Лукашенко? Он 18 ноября 1996 года специальным указом освободил Гончара от должности председателя Центра избиркома. И сначала исполняющей обязанности была назначена знаменитая Лидия Ермошина, которая была членом этой комиссии. Этот указ перечеркнул полностью сами разговоры о какой-то легитимности референдума. Я буду выполнять свой служебный долг при любой ситуации, но разве что если Центр избирком окружат танки. Ганчар не падпарадкаваўся указу Лукашэнкі і на наступны дзень пайшоў на сваё працоўнае месца, але яго сустрэла прэзідэнцкая ахова. Вось тут стаялі міліцыянты, якіх направіў сюды Лукашенка для того, каб нейтралізаваць Віктора Ганчара, які быў старшынёй ЦВК. Віктора Ганчара прызначаў Верховны Совет. Это яго была выключная компетенция. Таму з'яўленне спадарыні Ярмошины абсолютно незаконно с самого початку. Должностное лицо Главного управления государственной охраны при президенте Республики Беларусь в нарушении своего служебного долга, действующего закона, грубо воспрепятствовало осуществлению деятельности конституционного органа власти и высшего должностного лица государства, председателя Центральной комиссии. Я обращаюсь к мировой общественности о том, что в республике начался захват власти неконституционным путем. У Центра избиркома выставлена охрана, неизвестно какими людьми. Кто старший, вы или он? Я старший. Он же представился. Я заместитель начальника службы безопасности президента. И что? Что здесь? Президент или безопасность президента?
Здесь не состоит безопасность Вот президента. для Есть чего- его указания. Вот для чего его была приказ. создана До служба 17 часов безопасности до его президента никого не для пропускать в захвата центр власти. избиркома. За такой охраной можно думать о результатах референдума, Вот эта служба и та ложь, о которой говорил президент, что у него только 3 охранника. Пресса писала: «Призываю во имя стабилизации обстановки в республике отменить намеченный референдум. В противном случае прошу принять мою отставку». Это меня подталкивало к решению, что надо уходить, потому что я ничего сделать не могу другого. Он мне предложил остаться, и что я скажу, что нет, я не хочу об этом участвовать, и все, я не выйду на работу. Поручено мне объявить вам, что сегодня, 19 ноября, возбуждено производство по делу о нарушении президентом Республики Беларусь Лукашенко Александром Георгиевичем Конституции Республики Беларусь. Спасибо. Если бы парламентарии действительно нашли в себе мужество, силы, значит, провести эту процедуру импичмента, возможно бы им удалось. Сегодня депутаты всех фракций собирают подписи за импичмент. Я знаю, что все боялись слова импичмент. Я знаю, что Конституционный суд боялся слова импичмент. Верховный Совет боялся слова импичмент. И количество подписей можно было собрать. Но вопрос в том, что Конституционный суд до конца оттягивал рассмотрение. Сёння прэзідэнт двойчы сустракаўся са старшынёй Канстытуцыйнага суда Валерыем Ціхінем. Відавочна, што размова магла ісці толькі аб палітычным процістаянні і спробе часткі дэпутатаў адхіліць прэзідэнта ад пасады. Ён зноў стыкнуўся з дылемай, ці стаць палітычным інструментам у руках апазіцыянеру, ці ўсё ж кіравацца здаровым сэнсам і Конституцыяй. Принято решение о прекращении производства по делу о нарушении президентом Республики Беларусь Конституции Республики Беларусь в связи с отсутствием надлежащей стороны по делу. Заморозился импичмент, ну и без необходимой колькости депутатов он обнулился. Это, можно сказать, феномен нашей истории, когда парламентарии отступают перед натиском одного человека. Александр Лукашенко, проголосовав, признал, что референдум мог бы и не состояться, а напряженность в обществе была. Самое главное, что я добился на сегодняшний день, мир и стабильность, покой при проведении референдума. Вынікі рэферэндуму былі на карысць Александра Лукашэнкі па ўсіх вынесеных ім пытаннях. После 24 ноября в стране наступила совершенно новая эпоха, можно сказать, эпоха Лукашенко на долгие, скажем, годы. 90-е гады ў палітычным плане збольшага былі гульнёй без правілаў. Таму вынікам для адных стала перамога. Любой цаной, а для другіх гучная параза. Гісторыя не ведае умоўнага ладу, і з гледзяшча сённяшняга дня кожны сам можа рабіць выснову. Гэта быў перыяд страчаных магчымасцяў ці рэалізаваных. І ў любым выпадку трэба рабіць працу над памылкамі. У палітыцы, чтобы нешта зрабіць, галоўнае взять уладу. Галоўнае взять уладу, а потым можна рабіць тое, што ты хочаш. Так атрымалася ў прыкладзе з Александром Лукашенко. Я себе адношу да лагера тых, хто прайграў. Каго абыгралі? Трэба прызнаваць, мы аказаліся слабакамі, што мы не выкарысталі да канца ўсіх магчымасцей і шансаў, каб абараніць будучыню. Ну, у народзе б сказалі засранцы.